Это уже все, да? Пошел процесс. Я, кстати, знаю, что вы из Ферганы, практически моя землячка. Как сейчас в Фергане обстоят дела? Я сама из такой, мне интересно. Ну, я могу сказать, что в Фергане достаточно хорошая обстановка, в общем, если говорить, просто душа радуется, когда твои односельчане живут со временем, то есть, ну, со временем, да, они пытаются развиваться. У нас молодежь, в принципе, не выезжает в Улан-Удэ, то есть не стремятся к мегаполису, ну, к городу, да, они, наоборот, остаются там, создают там семьи, строят новые большие дома, повышают наш демографический уровень в стране. Но это очень даже радостно, потому что вот буквально в прошлом году у нас открылся новый детский садик, совершенно новый, со всеми коммуникациями. Все удивлены. На самом деле, что, ну, у нас так много детей, то есть и в первый класс у нас будет очень много. Мы с осени прошлого года начали строить дуган у себя в селе. И в этом году, 8 июля, мы открыли его. Оно было приурочено к фестивалю ТОСов в нашей республике. Ну, все гости приезжие с южных районов нашей России приехали к нам на открытие. Было зрелищное мероприятие, было очень много гостей, все наши односельчане, которые когда-то выехали из села, все приехали, все поддержали. Это такое массовое событие, такое шикарное. Этот дуган построили силами своих сельчан. То есть приглашенных бригад как бы особо таких не было. Были консультанты, которые, ну, там же специальные экономы нужны, как нужно строить. Они консультировали, а наши сами строили, и деньги собирали, все сами. Естественно, были спонсоры. Ну, я постаралась, в свою очередь, тоже вложиться в первой жизни, так как у меня мама работает сама в администрации села. Ну, и как бы поддержали мы. Молодежи было очень много, что уже радостно. Мы построили детскую площадку для детей. Сейчас, когда я по выходным частенько езжу, особенно летом домой, приезжаю, а там постоянно играют дети, то есть как бы, таковых алкоголиков у нас на селе, ну, это, естественно, это есть проблема, это даже не смешно, это даже очень страшно. Такого вот не увидишь, ну, как бы, это редко, ну, не так сильно, как было в прошлом, в начале 2000-х годов, да. Сейчас все работают, у нас есть там очень много ферм различных, работают люди. Сейчас будут строить новую школу. То есть не строить, а реставрировать. Получается, там у нас есть здание хорошее. Его будут делать под школу. Ну, большое здание, в принципе, достаточно. Сейчас планируется строить там борцовский зал. Построили стадион маленький, но он еще, над ним еще работает. Будут строиться какие-то футбольные поля, площадки для волейбола, баскетбола, будут строить лучные, как называется правильно, ну, поле для лучников? Да, поле для лучников специально. Вот. И, ну, работа идет, но у нас там очень хороший аршам есть. Свои лечебные источники, это тоже недалеко от нашего села, ну, к нам относится, конечно же, в местности горы Алтан. Там раньше, в 90-е годы, был очень шикарный, хороший комплекс такой, со всеми удобствами, там всегда были клиенты, гости. Ну, в свое время запустили, все исчезло, сейчас они снова его восстанавливают, там уже идут работы. А есть заброшенные дома с заколоченными окнами, там, разбитыми окнами, с черными такими провалами вместо окон? Это, конечно, есть, но не так много, я даже не могу вспомнить, где это есть, но, в принципе, мне кажется, есть. Но в основном у нас, даже мне еще радостно, когда к нам приезжают гости, да, из других районов, из других сел, они очень удивляются, какие у вас большие дома. А у нас, что хорошо, вот у нас, если один построил себе шикарный дом с евроокнами, там, со всеми удобствами, второй сосед раз видит и начинает свой дом тоже вот так, и следующий, ну вот последующий вот так. Когда мы готовились к празднику, да, к открытию дугана,
все обновили совершенно все свои заборы, улицы, там все покрасили, перекрасили, все там построили по-новому. Вот реально душа радуется, работать хочется с населением, как бы. Я не остаюсь в стороне, когда идут какие-то работы у нас на населении. Я всегда тоже принимаю активное участие. Наша семья, в принципе, всегда в центре всех событий.